Общественная организация Совета по правам человека в Сосногорске известна многим. Наряду с ежедневной кропотливой работой с обращениями граждан, ее активисты проводят встречи, на которые приглашают специалистов и экспертов по тем или иным проблемам. Так, на днях состоялась встреча с сотрудниками управления ЖКХ. Начальник управления подготовила доклад по самым актуальным на сегодняшний день темам, волнующим жителей района. Один из вопросов – водоснабжение в поселках. В некоторых из них у населения есть претензии к качеству воды. Обслуживанием в части сельских населенных пунктов занимается Сосногорская тепловая компания. Решение проблемы уже на подходе. У СТК разработана инвестиционная программа по улучшению качества воды в сельских населенных пунктах. Так, в рамках данного мероприятия будет предусмотрена, установка водоочистных станций с резервными источниками электроснабжения. Данная работа уже начата. В 2021 году начаты реализуются мероприятия по установке водоочистной станции в селе Устюхта. Это мероприятие уже выполнено. Сейчас идет обустройство резервного источника водоснабжения. Такие же работы будут проведены в Малой Пере и Райоле в 2025 и 2027 годах соответственно. Также компания СТК по плану заменяет изношенные водопроводные сети. В прошлом году рабочие заменили почти километр водопровода. Виктория Гоголева рассказала также о содержании улично-дорожной сети. В Сосногорске, поселках Устюхта, Поляна, Пожня, Керки и Вис регулярно производится очистка свежевыпавшего и удаление уплотненного снега. Подрядчик спецавтодор выполняет работу добросовестно. Жалобы этой зимой поступали редко, а если все-таки поступали, то отрабатывались оперативно. Одним из главных вопросов заседания стала по-прежнему актуальная проблема бездомных собак. С января было отловлено 141 животное. В текущем году управление ЖКХ заключило муниципальные контракты на эти услуги с ветеринарным центром. Согласно 498 федерального закона, у нас деятельность по обращению с животными без владельцев идет только по методу ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на прежнее место обитания, а также обустройство приютов. Приюты могут быть как на уровне субъекта региона, то есть республиканские в нашем случае, также муниципальными и частными. В связи с этим, на территории Сосногорска создана некоммерческая организация «Благотворительный фонд помощи бездомным животным «9 жизней». Администрации ей предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок по улице Набережная города Сосногорска, на котором планируется обустройство приюта. Что делать с отловленной собакой, решит ветеринар. Спокойных животных после стерилизации и вакцинации будут выпускать, агрессивных держать в приюте. Много проблем создают хозяева, которые отпускают своих животных на самовыгул. Собак с ошейниками подрядчик отлавливать не имеет права. Эти особи в основном и приносят потомство, увеличивая популяцию опасных бездомных собак. Таких нерадивых хозяев муниципальные власти имеют право привлекать к административной ответственности. В завершении заседания собравшиеся обсудили создание общественной комиссии для контроля роста цен на продукты и лекарства. Члены Совета предположили эту работу проводить совместно с отделом экономического развития и потребительского рынка районной администрации. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она проходит 6-й раз. Участникам предлагается проверить знания по базовой математике. Инициаторы акции – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Главная цель – продемонстрировать родителям процесс сдачи госэкзамена изнутри. В Сосногорске площадкой для проведения стала 2-я школа. Пишут они немного упрощенный вариант, потому что математика базового уровня детьми пишется в течение 3 часов. Чтобы родители сильно не задерживать, сократили немного по заданию, сделали их немного полегче и, соответственно, выделили 60 минут. В остальном ЕГЭ для родителей ничем не отличается от экзамена для 11-классников. Процедура та же – регистрация и проверка металлоискателем на входе, инструктаж, печать и раздача бланков. В кабинете дежурит общественный наблюдатель, сотрудник управления образованием. У Ирины Гришановой в этом году заканчивает школу дочь. Нам, родителям, было предложено поучаствовать в акции по прохождению экзаменов, которые будут сдавать наши дети. И, конечно, это очень волнительно, и я решила поучаствовать, прочувствовать все эти эмоциональные напряжения. Так как я уже закончила давно школу, для меня эти задания, конечно, трудноватые. Ну, дети готовятся, и мы, как родители, стараемся их всячески поддерживать.
Написать госэкзамен могут не только родители будущих выпускников, но и старшие родственники, бабушки и дедушки. Всероссийская акция завершится в середине апреля. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Банкротство физических лиц обсудили в службе общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На прямую линию по этой теме обратились и горожане, и жители поселков. У Веры Александровны оказался большой долг за коммунальные услуги – около 150 тысяч рублей. Женщина говорит, что заплатить ей нечем. Один выход – объявить себя банкротом. В любом случае у вас должно быть законченное судебное производство, то есть на вас должны были подать в суд, и должна быть справка от судебных исков, что вы не можете оплатить эту задолженность. И тогда вы можете к нам обратиться, значит, сумма долга должна быть не менее 50 тысяч, но не более 500 тысяч. И мы можем именно по коммунальным платежам отправить все документы, и вас признают банкротом. В 2021 году в МФЦ заявление на банкротство подали 5 жителей района. 2 из них было отказано, 3 стали банкротами. Впрочем, банкротство тоже не обходится без последствий для самих граждан. В случае, если вас признают банкротом, вы в течение 5 лет не сможете брать никакие кредиты, соответственно, не занимать никакие государственные муниципальные должности. В общем-то, вот это основные критерии. Стоит отметить, что банкротом человек становится только по задекларированным в заявлении долгам. То есть, если у гражданина, скажем, 6 кредитов на сумму 600 тысяч рублей, а задекларировать он может только на 500 тысяч, то даже если его признают банкротом, долг в 100 тысяч выплачивать все равно придется. Кроме того, подать заявление о банкротстве в МФЦ можно не чаще, чем раз в 10 лет. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорским подросткам рассказали о законах, правах и обязанностях, а также видах ответственности за различные виды правонарушения. Мероприятие «Азбука правовой грамотности» прошло в рамках образовательного проекта «Продвинутая молодежь». В рамках проведения Домом детского творчества мероприятиях «Азбука правовой грамотности» прокуратурой города Сосногорска будут даны разъяснения норм действующего законодательства о правовой ответственности несовершеннолетних при совершении преступлений и правонарушений. Об уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности ребятам рассказали сотрудники Центра молодежной политики Республики Коми и Сосногорской прокуратуры, а также педагог-психолог. Сегодня будет у нас тема такая «Выбор». Выбор совершать какие-то правонарушения или нет. И выбор брать на себя ответственность или нет, потому что это очень важное решение. Потому что если на сегодняшний день они не будут брать ответственности, соответственно, дальше у них будет жизнь не такая, какую бы они, может быть, хотели. После беседы ребятам был предложен квест «Найди правильное решение», состоявший из интеллектуальных игр и логических заданий. Ребятам были представлены различные ситуации, в которых необходимо было правильно и грамотно разрешить сложившуюся ситуацию. Совместно с отделом молодежи мы реализуем образовательный проект «Продвинутая молодежь», который в настоящее время является актуальным и имеет высокую практическую значимость в развитии у подростков правильного организованного досуга, позитивного отношения к окружающим, профилактики правонарушений, а также популяризации здорового образа жизни. В завершении мероприятия ребят познакомили с объединениями Дома детского творчества, записаться в которые может любой юный сосногорец. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.